4 года полномасштабной войны в Украине. Вот насколько, ну вопрос ведь Чечни, да, и России в будущем, какой она будет, обсуждается российскими оппозиционерами. Насколько в вопросе Чечни изменились их подходы? Их подходы не изменились ни на йоту. Вот как они были имперцами и по отношению к Чеченской Республике, и по отношению к Украине, они таковыми и остаются. Дело в том, что сейчас реальная оппозиция, которая находится на Западе, она Мгм. вынуждена занимать якобы сторону Украины. Якобы они выступают за целостность России, за целостность Украины. Но на самом деле они сегодня были бы рады, чтобы заключить мир вот по линии фронта, да, вот по линии. Это же на самом деле оккупация украинских территорий. Это их устраивает. Никто из них не выступает с требованием, что российские войска должны быть выведены из всей Украины. Ну, там Территориальная было целостность. заявление, кажется, антивоенного комитета, да, где они вот этот тезис о том, что выведены должны быть войска со всей суверенной территории Украины, прописывали, насколько я Это помню. Берлинская декларация, которая была написана Андреем Илларионовым. Он ее на самом деле протащил. Это единственный человек, Андрей Илларионов, Илья Пономарев и сегодня Гарри Каспаров, который открыто выступает за деимпериализацию. Есть 3-4 человека. Но, к большому сожалению, эти 2-3 человека никак не влияют на основную так называемую оппозицию, представленную в Европе, в лице Ходорковского или же фонда Навального, да, они все, Мгм, в мгм. принципе, да, они прикрываются за этой ремаркой, да, что вот мы придерживаемся Берлинской декларации. Это сделано для того, чтобы войти вот в структуры, международные структуры Европейского Союза, то есть Совета Европы, вот где сейчас они определяют группу, которая будет заменять российскую официальную делегацию в лице российской оппозиции. Чтобы им здесь находиться, это оговорки. А на самом деле лакмус. И хочет ли Россия, хочет ли сегодняшняя оппозиция, чтобы Россия стала другим государственным образованием, мы это могли бы наблюдать только в том случае, когда эта группа изложит свою позицию, свое отношение, разработает так называемую дорожную карту по децентрализации Российской империи. Только в этом случае можно говорить о коренных переменах. А от того, что сегодня Россия за эту преступную войну вознаграждается территориями дополнительными от Украины, ресурсом, материальным, человеческим ресурсом, она только их будет подпитывать и разыгрывать их аппетиты для дальнейших для дальнейшей эскалации войны не только в Украине, но и в Европе. Но ни один из этих так называемых оппозиционеров, их нету на самом деле, в России нет оппозиции, да, и Мгм. ее, к большому сожалению, нет и в Европе. То, что сегодня называется российской оппозицией или хорошими русскими, вот лакмус – это Украина и Чеченская Республика. Вот те, которые готовы сегодня выстроить отношения с Чеченской Республикой на основе договора о мире, подписанного в 1997 году, вот это можно считать вот, оппозиция, которая хочет поменять Россию. А Россию поменять можно только ее децентрализовав. Россия пока будет существовать как империя, она будет продолжать войны, захватнические войны. Империя, она существует постоянно на захватнических войнах и расширении территорий. Мы наблюдаем, что Россия только этим и занимается последние 35 лет. Кстати, вот о Ельцине мы вспомнили, так называемом периоде демократизации РФ, ведь фактически лакмусом, да, так называемой демократичности Ельцина была война в Чечне и его отношение к Чечне. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, а относительно Украины, если бы Ельцин оставался у власти, продолжал оставаться у власти, отношение такое же было? Он бы пошел войной на Украину? Абсолютно. Война в Чечне была начата с тем, чтобы в последующем начать войну и присоединить Украину.
просто начали с малой республики. Это Просто есть часть прецедент. людей, которые говорят о том, и я думаю, вы слышали, что Ельцин, если бы вот Ельцин продолжал оставаться у руля так долго, то ни в коем случае войну с Украиной он бы не развязал, как это сделал Путин. Вот этот миф, который сегодня хорошие русские пытаются представить Ельцина в качестве демократа, оно развеивается просто одним простым фактом. 94 год, Мгм. постсоветское пространство. Аналога той войны, которую Ельцин начал в Чечне, в мировой практике после Второй мировой войны не было. Город Грозный, столица Чечено-Ингушетии, была разрушена на 80%. Полностью разрушен был город. Десятки населенных пунктов были стерты с лица земли. Впервые именно в ельцинский период были созданы фильтрационные лагеря. Именно при Ельцине начались этнические чистки в Чечне, ковровые бомбардировки. Вот тот период, то, что происходило, специально были созданы лагеря, где проводили эксперименты, продавали человеческими органами. Были созданы несколько таких пунктов, где создавали. Вы возьмите архивные документы, вы увидите тела, выброшенные на обочины без внутренности чеченцев, которые они выбрасывали. Это все происходило при Ельцине. И вот самый другой факт. Ельцин получил власть от КГБ, от этой системы. И Ельцин вернул власть этой системе, дискредитировав все возможные варианты демократических реформ в России. Они это все дискредитировали при Ельцине. И поэтому вот это быдло населения, которое сегодня всецело поддерживает Путина в этой войне, они были выращены при Ельцине. Им отбили охоту на какие-то перемены, которые происходили на Западе. И все это было заложено еще тогда при Горбачеве, не только при Ельцине, при Горбачеве. Вот так называемая перестройка, она была начата Андроповым еще в 80-е годы. Вы по истории можете, вы даже, есть свидетели живые, которые бытность СССР, представьте себе, 85-86 год, Андропов направляет на Запад студентов для изучения рыночной экономики. Вот все процессы, которые после этого шли, это так называемые младодемократы, которые при Ельцине пытались создать экономику, да, то есть они разворовали, денационализация и так называемая преступная приватизация Украины, это было проведено именно этой группировкой. И все, что было тогда в хозяйстве и выработано, и изготовлено, создано вот всем Советским Союзом, это все ресурсы были переведены на счета так называемых КГБшников, тогдашних комсомольцев, которые и провели эту приватизацию. Поэтому, когда говорят о Ельцине как о реформаторе, демократе, кто был кандидатом, основными кандидатами после Ельцина? Все три выходца из КГБ. Примаков, Степашин и Путин. Другой альтернативы для передачи власти в России не было. И это все было при Ельцине. И вот все так называемые сегодняшние хорошие русские, которые засели и в Украине, и якобы ведут какую-то пропаганду, они создавали вот этот миф демократических реформ и Ельцина как демократа. Возьмите архивные данные. Собчак, когда он выступает еще тогда, это самый ни на есть демократ, российский демократ, как он говорил об Украине, о Крыме, о всей ситуации. Просто те материалы, которые сегодня выкладываются на iNews, на HK News Андреем и Инной Курочкиной, вот это все и есть то, чем занимался Ельцин все эти годы. И как проводился вот так называемые реформы на бытность Советского Союза. Все это было, и война в Чечне начатая, она была начата для того, чтобы объединить снова, собрать так называемую Великую империю, но под другим соусом и с другими какими-то контурами. Но
территориально она должна была воссоздаться. И поэтому, когда мы говорим или пытаемся персонифицировать проблему Ельцин, Путин, Ельцин был бы, Путин был бы после Путина, если Россия сохранится вот в том качестве, в котором она начинала эту войну, война будет продолжаться. Поэтому тут вопрос не в персонах, вопрос не в персоналях, вопрос в той системе, которая существует. И сегодняшняя война в Украине, она не Путина и Зеленского, это война двух систем. И мир сегодня, к счастью, это осознал в конце концов. Сегодня Европейский Союз, они это когда им стало опасно и реальная угроза начала исходить от России, они начали поддерживать Украину. Чеченцев и Чеченскую республику они не поддержали. Они всецело заняли сторону России, будучи уверены, что Россия на этом успокоится. Но это был блеф. Это было невероятно. Если сохраняется Российская империя, она будет продолжать в том же ключе, независимо кто у власти. Они будут воспроизводить Путиных. Путин был востребован этой системой, и он появился. Ахмед Халидович, а что вы скажете о политике новой американской администрации Дональда Трампа? Ну, я думаю, что новая администрация Трампа, она использует ситуацию, которую создала Россия. И причем они используют ее очень грамотно в своих интересах. Война в Украине, их сегодня это их устраивает. Практически Путин, начиная с Ельцина, они обнулили все возможные, все существовавшие принципы и нормы международного права. Мгм. Их сейчас не существует. Начал их нарушать Ельцин, его поддержали международные институты, в частности, Совет Европы, вот так называемая парламентская ассамблея, которая приняла Россию в 1995 году в разгар русско-чеченской войны. Первой русско-чеченской войны Россия была принята в Совет Европы. И с этого времени практически обнуление всех существовавших уставных норм ООН там, и других международных институтов, они были нарушены. И поэтому сегодня Соединенные Штаты Америки, невзирая ни на что, они начинают вести свою политику в интересах этого государства. И они пользуются тем, что Путин и Россия размыли эти основные принципы и нормы международного права. А будут ли они поддерживать или всецело займут сторону России? Нет, они не займут всецело сторону России, потому что тогда Украина может быстро и проиграть. Они не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла. Вернее, не заинтересованы в том, чтобы Украина проиграла. Но также не заинтересованы в том, чтобы это быстро закончилось или Россия освободилась. Сегодня Россия занята вопросами в Украине, вернее, войной в Украине, а на самом деле происходит уже передел мира. И Россия в этом не участвует. Россия, наоборот, теряет свои позиции по всем направлениям. И этот факт сегодня очень хорошо используется сегодняшней администрацией Соединенных Штатов Америки. Китай тоже это будет использовать или уже использует? Китай тоже будет использовать, конечно, конечно. Сегодня вот есть два игрока. Это Китай, это Соединенные Штаты Америки, которые будут. А Россия для Китая является сырьевым продуктом. И почему сегодня Трамп пытается ее вытащить оттуда? Потому что именно Россия нужна как сырьевой придаток. Да, для экономики, для бизнеса. Это единственное место, где можно очень много сразу заработать, стать миллиардерами. Если на Западе миллиардеры становятся по династии, да, из поколения в поколение они имеют какой-то свой бизнес, а в России можно стать миллиардером за какие-то считанные месяцы или годы. И эту ситуацию, конечно, сегодня американцы хотят по второму кругу использовать. Так как весь бизнес из России ушел, кто сегодня первым войдет в Россию, может растащить все остатки, которые там есть. А там много еще ресурсов и природных ресурсов. 30% на земном шаре природных ресурсов сосредоточены на этой территории. Только децентрализация, и когда Россия будет терять регионы, окраины, вот только в этом случае можно будет уже считать, что Россия, она может превратиться в какое-то правовое государство. Когда она избавится от этих лишних территорий, от лишнего вот
это мы самые крупные, мы самые большие, и мы можем позволить себе все, что угодно. Вот от этого русисты должны избавиться. А это возможно только после децентрализации. И Соединенные Штаты Америки это тоже сегодня очень хорошо понимают. Но получается, по состоянию на день сегодняшний и Си Цзиньпина, и Дональда Трампа устраивает Путин? Конечно, конечно, и тех, и других устраивает. Даже европейцев он устраивает сегодня. Потому если бы не Путин, Европа долгие годы еще оставалась бы в тени Соединенных Штатов Америки. А сегодня именно из-за Путина и его агрессивных действий Европа стала субъектом. Они сегодня восстанавливают свой национальный суверенитет, который они отдали на откуп Соединенным Штатам Америки. Именно из-за войны Украины, из-за той реальной угрозы, которая исходит из Путина, сегодня идет мобилизация европейского континента. И эта ситуация всех устраивает. И война в Украине всех устраивает, потому что если она сегодня закончится на условиях Трампа или России, то следующие, через 5-10 лет, они знают, что Россия начнет снова войну, но уже после конкретных, против европейских стран. И это же они не скрывают, и Путин не скрывает. 2020 год, 21 год, декабрь, 20 декабря, когда он выступил с заявлением и призвал и НАТО вернуться к границам 92 года. Это речь шла о тех странах, которые раньше входили в Варшавский договор. От этого они сегодня не отказались. Первопричина, когда они говорят о первопричине, это независимая Украина и расширенная НАТО. Вот это первопричина той войны, которую Путин развязал. И они каждый раз подчеркивают, что до тех пор, пока не будет устранена первопричина, мы не остановим войну. Все это хорошо понимают, что под это подкладывает Россия и Путин. То есть можем из этого делать вывод о том, что война еще точно будет продолжаться 2026 год, 27. К большому сожалению, 26 год, да, я не знаю, 27-й, хватит ли России, если все будет в этом же ключе продолжаться, и позиция Соединенных Штатов Америки, и Европейский Союз, который усиленно помогает и будет помогать Украине. Вот 26-й год, я думаю, что нас ждут очень серьезные и большие перемены. А пока что вот все эти разговоры по поводу возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, они абсолютно ничем не обоснованы. И я думаю, что руководство Украины это понимает. И все те перемены, которые сегодня происходят в официальных властных структурах Украины, это и показывает то, что Украина готовится к продолжению войны. Ну, единственное обоснование, да, почему в ближайшее время там может война закончиться, как-то остановиться боевые действия, я думаю, вы это знаете, это предвыборная кампания, промежуточные выборы, да, в Соединенных Штатах, и Трампу нужно показывать какие-то свои геополитические победы. Ну и Нобелевская премия, которую Трамп хочет получить, и тут вопрос Украины тоже фигурирует. Поэтому, ну, как бы есть часть аналитиков, которые вот это как главный аргумент приводят, почему может быть окончание боевых действий в какое-то ближайшее время. Хоть судя по тому, что мы с вами обсудили, это не то, что маловероятно, это абсолютно невероятно. Ну, никоим образом не может так быть. Абсолютно согласен с вами. Если бы первопричиной была бы Соединенные Штаты Америки и Трамп, тогда, да, Трамп бы закончил войну, используя ситуацию с тем, чтобы выиграть выборы. Но первопричиной начала войны не Соединенные Штаты Америки. И Путин ни при каких обстоятельствах на данном этапе не может закончить и остановить войну. И он не будет этого делать, если даже этого хочет очень Трамп. Ну, тут даже ведь вопрос для Путина его как политической жизни, политического существования, так и физического окончания войны Абсолютно. Это сейчас. вопрос не только мира, это вопрос жизни. Для Путина это вопрос жизни и смерти, а не мира и войны. Он это все очень хорошо понимает. И система, которая его привела к власти, они ему не простят, если он сегодня отступит от тех основных принципов, которые были заданы той системы, которые привели его к власти и направили в этом направлении. И направили вот туда, что сейчас сегодня Путин делает. Он от этого не может отойти.
Ахмед Халидович, благодарю вас за интересную, очень важную беседу для понимания тех процессов, которые происходят сейчас и которые нас ждут в ближайшее будущее. Благодарю вас за время, которое нашли для нашей зрительской аудитории. Берегите себя и до скорых встреч. До скорой встречи, Елена. Всего доброго. Берегите себя.